Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как и планировалось, откроют посредством телемоста 2 декабря магистральный газопровод «Сила Сибири». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реализация проекта очень важна не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями газа. Он также пояснил, что осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует развитию многих регионов, которые получают дополнительную инфраструктуру и дополнительные рабочие места. Вот в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают эксперты. Аналитики полагают, что появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению. Вместе с тем у страны есть возможность дополнительно заработать на восточном рынке, который в настоящее время выгоднее европейского. Договор о восточном маршруте с китайской CNPC был подписан в мае 2014 года. Экспортная производительность газопровода 38 миллиардов кубических метров в год. Российские железные дороги планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете. В приоритете пассажиру будет показываться вариант мультимодальной перевозки, в которой железная дорога – основной способ передвижения, а затем остальные доступные опции с указанием цены, времени в пути. Пассажир сможет купить билет на поезд и самолет как для путешествий внутри страны, так и за границу. Автобусные перевозки предполагаются только внутренние. Акционеры якутской топливно-энергетической компании на внеочередном собрании досрочно переизбрали совет директоров. Как и ранее, в совет входит 7 человек, при этом из бывшего состава остался только директор ЯТЭК по экономике и финансам Андрей Алексеев. Новыми членами совета директоров стали назначенные в сентябре гендиректор ЯТЭК Леонид Чугунов, а также Антон Агафонов, Ирина Белянова, Сергей Докучаев, Андрей Коробов и Родион Сокровищук, должности которых не указаны. Как сообщалось, с конца сентября ЯТЭК на 90,59% принадлежит компании «Апроперти». Доля сложилась из принадлежавших ранее Зиявуддину Магомедову и компании «Наутилус». Группа «Колмар» планирует добыть в 2019 году 9 миллионов тонн угля. Озвученная цифра в 1,6 раза больше прошлогоднего объема добычи, однако она ниже прогноза, который компания давала в начале года. В январе власти Якутии сообщили о планах «Колмара» добыть 9 миллионов 800 тысяч тонн угля. Компания объясняет корректировку падением цен на уголь. Роста добычи, пусть и чуть более скромного, компания планирует добиться благодаря запуску механизированного комплекса «Фамур» и приобретению другой техники. Кроме того, в этом году группа начала работать с новыми объектами с шахтами Инаглинская и Восточная Денисовская. Вопросы интеграции кристаллов в гранильный комплекс «Алроса» и повышения эффективности его работы. Для их обсуждения в Смоленске состоялось выездное заседание делегации «Алроса». После определения оптимального варианта интеграции предложения по развитию гранильного комплекса будут вынесены на рассмотрение наблюдательного совета компании. В рамках визита также состоялась встреча с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. На встрече, в частности, обсуждались вопросы социальной стабильности на предприятии. По словам гендиректора «Алроса» Сергея Иванова, компания намерена сохранить социальный пакет и условия коллективного договора, действующего сейчас на «Кристалле». А в вопросах возможной оптимизации стремится к сохранению рабочих мест. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок проведения в регионах Российской Федерации до 2024 года пилотной апробации проектов социального воздействия. Например, в Якутии будет запущен первый в России проект социального воздействия в сфере образования. Объем инвестиций для реализации пилотного проекта составит 70 миллионов рублей. Проект, направленный на улучшение качества обучения в школах, рассчитан на 3 года. В нем примут участие около 5000 учеников 28 школ Хангаласского района Якутии. Финальный срез результатов будет получен в сентябре 2022 года. Отметим, что проекты социального воздействия предполагают решение социально значимых задач и достижение социальных эффектов исключительно за счет средств частных инвесторов.
В Якутске в 2019 году построят 25 километров 800 метров дорог. Это в 3 раза больше обычных показателей. Дороги построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Кроме того, при прокладке новых дорог в городе заменили все газо- и водопроводы, канализацию и другие сети, которые находились под строящимися дорогами. Это сделано, чтобы в следующем году местные коммунальщики не начали долбить новый асфальт для замены прогнивших труб. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.